Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Ольга Башук. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Якутские аномалии, снег и подснежники в сентябре. И как отметили День города в Якутске. Неудачная коллаборация Тимати и Гуфа, и за что просит прощения Дима Билан. Пользователи Твиттера спорят, на что похож новый iPhone, а бесстрашная блондинка укротила стаю гепардов. Эти и другие новости сегодня в эфире. Начнем мы по традиции со сводки якутских мобильных новостей. Только осень наступила, а в Амиконском улусе уже выпал снег. В социальных сетях разошлось видео жителей Амиконского улуса. Проезжая утром мимо местности Кюбюме, они увидели, что землю покрыл снег. И, конечно же, засняли происходящее на видео. Метеорологи отметили, что в этом нет ничего сверхъестественного. Ночью в улусе показатели уже доходят до минусовой отметки. А в окрестностях Якутска тем временем вновь зацвели подснежники. В народе говорят, что они расцветают в это время к долгой и теплой осени. Ну что ж, проверим. Еще одно необычное явление произошло с рыбаком из якутского села Делыр Верхневилюйского улуса. Он поймал самую настоящую золотую рыбку. Яркая и необыкновенно красивая рыба является якутским карасем. Ученые отметили, что этот вид издревле является типичным обитателем озер и водоемов Центральной Якутии, а также обитает в Восточной Сибири. А жители Якутска на пандусе пожарной части обнаружил сову. Как оказалось, дикая птица в центре города пока неизвестна, но, как показывает практика, совы прилетают в город в поисках пищи. Найденыша согласились приютить работники зоопарка Ортодайду. Школьница из Якутии нарисовала иллюстрации к книге немецкой писательницы. Дарина Игнатьева, ученица 11 класса 17-й школы Якутска. У нее есть страница, где она размещает свои работы с 14 лет. В соцсети у нее почти 7 тысяч подписчиков, а за группой ВКонтакте за ее рисунками следят более 19 тысяч человек. Именно через соцсети с девочкой и связалась известный блогер и автор немецких бестселлеров для подростков Луна Дарка. Именно она автор книги «Пока смерть не разлучит нас», которой якутянка нарисовала 25 иллюстраций. На данный момент Дарина получила 5 экземпляров этой книги и гонорар, но останавливаться она не собирается и планирует дальнейшее сотрудничество. На прошлой неделе Якутск отметил 387 лет со дня основания. В День города прошли ярмарки, конкурсы, театрализованные представления и традиционный концерт. На этот раз он прошел на площади Победы и собрал почти 20 тысяч горожан. Выступали певица Максим и группа Иванушки Интернешнл. И специально ко Дню города якутские музыканты записали песню. Называется она «Город мой» в исполнении «Ночной смены» Моисея Кобякова, Туди Мэн и Саши Лукина. На этой мелодичной ноте перейдем к российским мобильным новостям. И начнем с самого обсуждаемого. В День города поздравить Москву с днем рождения решили два самых известных рэпера в стране – Тимати и Гуф. Они выпустили совместный трек «Москва», однако коллаборация, мягко говоря, не удалась. Пользователи Ютуба не оценили клип, который за пару дней стал самым задизлайканным в истории русского Ютуба. Видео набрало почти 1,5 миллиона дизлайков. Многие пользователи обвинили автора в том, что они записали трек ради денег или других преференций от властей. Чтобы не продолжать волну негатива, рэпер Тимати удалил ролик из официальных аккаунтов. А пока в сети не утихают споры об этом клипе, дед Архимед снял на него пародию.
В клипе загримированный под пожилого селянина блогер рассказывает о жизни на селе со всеми ее тонкостями, нюансами и отличиями от жизни в столице. Клип набрал более 300 тысяч просмотров, 43 тысячи лайков и всего 403 дизлайка. Судя по комментариям, клип YouTube-блогера из Иваново понравился пользователям куда больше. Поедем завтра на пруд, пятница завтра. На тракторе поедем, если найдем трактор. Сказать, в каком поколении я здесь проживаю, таких цифр я не знаю. Пока рэперы Тимати и Гуф извиняются в социальных сетях за свою коллаборацию, еще одно публичное извинение появилось в сети, на этот раз от Димы Билана. Его выступление на Дне города Самары местные жители будут помнить еще долго. На концерте певец вел себя странно, ронял микрофон и даже показывал неприличные жесты. Певец объяснил ситуацию тем, что долго не употреблял алкоголь из-за проблем с желудком, а перед концертом встретил старых друзей и выпил с ними коньяк, но дозу не рассчитал. Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера, я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Больше никогда такого подобного происходить не будет. Я в ближайшее время хочу для вас сделать в Самаре концерт абсолютно открытый, бесплатный, качественный, с хорошим звуком, с хорошим мной, если можно так выразиться. И сейчас, общаясь с администрацией города Самары, хочу подарить детскую площадку. Также в этот же день нуждающейся клинике подарить необходимый аппарат для лечения детей. А теперь о тех, кто не провинился на этой неделе. Певица Монеточка выпустила клип на одну из своих самых известных песен «Нет монет». Клип практически дословно воспроизводит текст композиции и содержит анимированные фрагменты. Монеточка выступает в роли персонажа видеоигры Марио, безбилетного пассажира и даже ангела. Менее известный музыкант тоже решил прославиться, сочинив песни из вопросов в интернете, и у него получились хиты. Иван Дегтярев провел исследование на сайте ответы.mail.ru и собрал самые дурацкие и популярные вопросы. Так парень сочинил песни и сам написал музыку. Давайте посмотрим, что у него получилось. Это ужас, у меня просто шок. Улитки едят поролон. Это ужас, у меня просто шок. Улитки едят поролон. Отмечу, что парень не обошел стороной и назойливую рекламу, которая так часто появляется на страницах интернета. Мягкие и твердые сорта сыра дома, и вкусной, и полезной заработать можно. Художники со всей России объединили усилия и нарисовали 33 анимированных версий герба Москвы в самых разных стилях. Взяв за основу оригинал, который состоит из 4 элементов – всадника, лошади, копья и змея, художники все это переосмыслили и превратили в изображение, на котором кого-то пронзают. Среди них русалки и рыцари, простые рабочие, конный полицейский, Сергей Собянин и даже ностальгия по солнечной Москве 80-х. А теперь перейдем к мировым мобильным новостям.
Конечно же, мы не можем обойти стороной новые айфоны, которые Apple показала на этой неделе. Модель этого года отличает квадратный блок основной камеры, в который в зависимости от модели встроено либо 2, либо 3 объектива примерно одинакового размера. Теперь пользователи в Твиттере спорят, на что же похожи камеры новых айфонов. Одни разглядели в них такие бытовые предметы, как плита или бритва, другие же – кокос. Некоторым камеры напоминают удивленных персонажей, Пикачу, например, или просто сову. А кто-то разглядел даже инопланетянина или героя Крика Эдварда Мунка. Пользователи задумались и о том, что же ждет нас в будущем, и представили модели телефонов 2030 года. Нашлись и те, кто нашел выход, если денег на новый девайс не хватает. Схватывает на лету. Именно так можно охарактеризовать героя нашего следующего видео. Сэмюэл Кэмпф из Новой Зеландии решил прокатиться на одном из самых страшных аттракционов парка Порт-Авентура в Испании. Именно тот, который разгоняется до 134 км в час. Во время поездки парень заметил, что сидящий в нескольких рядах от него мужчина выронил телефон. Новозеландец быстро сообразил, что случилось. Он просто вытянул руку и изящно поймал летящее с огромной скоростью устройство. Американец спрятал машину от урагана Дориан на собственной кухне. Патрик из американского города Дэксонвилл, штат Флорида, испугался, что направляющийся туда ураган сметет его автомобиль. Гараж уже был занят машиной его жены, тогда он поспорил с супругой на то, что ему удастся припарковать смарт прямо на кухне дома, и у него это получилось. Фаербол или горящий кокос вместо мяча. В Джакарте дети сыграли в футбол с объятым пламенем кокосом. Игра длилась примерно 60 минут, пока не догорел фрукт. При этом почти все участники жаркого поединка были без обуви. Весь мир обошло видео бесстрашной блондинки, которая укротила стаю гепардов. Видео снято ее парнем в национальном парке Крюгера в Южной Африке. На кадрах видно, что гепарды сначала зашипели на гостью, но после пары ласковых слов стали вдруг как домашние кошечки. И напоследок немного милых видео, которые поднимут вам настроение. Суперскорость и предельная центробежная сила. Попугай готовит хомяка в космонавты. С таким тренером и правда все дороги открыты. В сети набирает популярность видео с упитанным котом и небольшой черепахой в главных ролях. Вислоухий британец уселся на панцирь в надежде прокатиться. Щенок пытается отнять лежаку, сохраняющего хладнокровие кота. Собака, вцепившись зубами в стенку лежака, упорно сдвигает его с места. Кот же продолжает сидеть в лежаке и с недоуменным видом наблюдать за действиями маленького агрессора. Щенок протащил противника по полу, но кот и не думает покидать убежище. Но все же коту это надоедает, и щенок занимает освободившееся место. Целеустремленности собаки можно позавидовать. Желаю и вам добиваться всех своих целей на следующей неделе. А это были мобильные новости, именно то, что обсуждают в сети. И если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте свои материалы в WhatsApp на телефон, который вы сейчас видите на экране. Помните, именно ваше видео может стать популярным. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. Хороших вам выходных!